Здравствуйте, дорогие подписчики. Давайте сегодня сделаем расклад. Он будет называться так. Что происходит у него в жизни на данный период времени? Давайте загадаем вашего партнера и посмотрим. Так, что происходит у него сейчас в жизни? Ну, у него однозначно была какая-то очень сильная трансформация. Он хочет начать все с нового листа. Он хочет какой-то новый виток в отношениях, если у него они как бы есть. Но человек точно прошел какую-то трансформацию, и он с легкой душой готов к новым начинаниям. И как бы он сейчас думает, как построить отношения вот с этой женщиной, королевой жезлов, и как направиться к ней, как проложить к ней дорогу. То есть он стремится. Я думаю, что, скорее всего, королевой жезлов выпадаете вы у нас здесь. Вот, но он в любом случае стремится к женщине, которая которая очень его тянет к себе. Вот, и он едет к ней. Так, вот, точнее, прокладывает дорогу. Так, какой он еще на сегодняшний момент? Давайте спросим, что у него была за трансформация такая в отношениях. Так. Действительно, вот как бы по этой карте в любом случае был какой-то очень неприятный момент. Может быть, он связан как-то с деньгами, и наконец-то он обрел какие-то, ну, у него устоялись какие-то проблемы с деньгами, и он вышел из этой ситуации победителем. Так. Ну, он был здесь в какой-то ситуации, которую сам себе создал, скорее всего. Так, каким он еще нам представляется на данный период времени? Какой он сейчас? Угу. Ну, скорее всего, хозяйка у нас выпадаете, наверное, вы. Что-то он сделал некрасивое такое, то есть каким-то обманом. Это здесь у нас изображен человек, который крадет, втихую крадет вещи. Вот. В общем, скорее всего, он как-то позарился вот на эту хозяйку. И была здесь какая-то завершение. Была какая-то ситуация, которая завершилась. То есть, скорее всего, у вас были какие-то проблемы в отношениях, и из-за его обмана они завершились. Так. Но он сейчас в любом случае по первым картам прошел вот эту трансформацию и хочет заново все построить. Так.
первые карты у нас очень хорошие выпали. Давайте спросим тогда в таком случае, уточним у карт, любит ли он вас. Так. Но в любом случае, да, можно сказать, что он любит вас. И была здесь ситуация, когда он как-то был занят, скорее всего, своим эго. Как-то думал, может быть, только о себе. Такой человек, который выпадает нам тут паж мечей. Наверное, остер на словцо. Потом, значит, выпадает он у нас отшельником, то есть человек, который ушел в себя и вот прошел эту трансформацию, да, рыцаря кубков. То есть сейчас он готов отдавать свои эмоции, готов приехать с этим кубком к вам. То есть он сейчас готов на то, чтобы снова вернуться на коне. Так, давайте еще посмотрим. Давайте зададим вопрос. Какая вы для него? Какой он видит вас сейчас? Угу. Так, интересные на вас карты выпали. Вы как-то ушли сейчас в себя, в работу. Вот такие у нас карты выпали. Сейчас немножко покажу вам. Ушли в работу, уже ничего не хотите. Обороняйтесь от него, как можете. Вот, закрываетесь. И вы уже наполнены просто от этих отношений. Скорее всего, вам эти отношения принесли какую-то тяжесть. Вот. И вы находитесь сейчас ну, как-то вот в таком оборонительном состоянии, так скажем. Так. Давайте посмотрим на будущее. Что у вас с ним будет в будущем? Что нам ожидать от этих отношений? Так, сейчас еще выложим. Так. Ну, карта повешенной нам, конечно, говорит о том, что ситуация подвисла. Скорее всего, она не скоро так разрешится, если вот в любом случае, как бы по картам можно понять, что была какая-то ситуация не очень хорошая в ваших отношениях, раз вы до сих пор от него обороняетесь и держите как-то дистанцию, и вам тяжело, вот, он, скорее всего, осознал свои ошибки и хочет как-то заново это все построить, наладить с вами контакты, приехать как-то, дать о себе знать. Он хочет с вами какого-то праздника, да, вот по тройке кубков. Шестерка кубков у нас тоже такая ностальгичная карта, то есть он как бы вспоминает, как с вами было хорошо, и ему как-то вот хотелось бы вернуться в это состояние, но ситуация у нас зависла, и шанс в любом случае есть
карты нам показывают шанс. И все будет по справедливости. Вот у нас также выпала карта справедливости. То есть это нам говорит о том, что ситуация выйдет из вот этой карты, да, то есть подвешенная ситуация решится, если это все будет делаться по справедливости, извините, заговариваюсь. То есть если каждый получит по заслугам, если в данном случае человек как-то некрасиво повел с вами, то он должен как бы отработать эту вину, и тогда снова будет шанс, чтобы быть с вами, чтобы вернуться к вам. Так, ну давайте спросим еще у карт, может быть, совет для вас. Давайте спросим совет. Совет карт вам на сегодня. Рыцарь мечей, туз кубков. Такие интересные карты выпали. Так. Сейчас извиняюсь. Ну, здесь, скорее всего, карты советуют нам, вам точнее, свои эмоции как-то сейчас охладить, быть более холодной. Для того, чтобы дать этому человеку самому, так сказать, высказаться, самому к вам приехать, подарить вам вот этот туз кубков. Вы должны быть холодны и ждать, вот, чтобы потом уже вы стали для него вот этой вот королевой пентаклей. То есть королева пентаклей — это как бы женщина для серьезных отношений. То есть такая хозяюшка, будущая жена. И, скорее всего, карта имеет в виду, что вам надо сейчас как бы быть такой холодной, справедливой женщиной, не показывать никаких своих эмоций. Вот. Пусть он сам приедет, возьмет инициативу в свои руки, чтобы вы потом стали для него вот такой женщиной, с которой можно построить серьезные отношения. Вот. То есть надо дать ему шанс все сделать самому. Вот. Ну вот примерно так я протрактовала карты. Пишите, пожалуйста, мне комментарии. Мне очень хотелось бы с вами общаться и иметь какую-то обратную связь с вами. Таким образом вы поможете мне дальше развиваться в искусстве карт Таро. Спасибо большое за просмотр.